إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Дорогие верующие, после этого наша проповедь сегодня, после Рамадана, после месяца Рамадана, благословенного месяца Рамадана, о шахру Шавваль, о ба'ду ма варада мина сунани валь ахкам. То, что пришло, некоторые суннаты и также некоторые постановления шариата, касаемого Шавваля, расскажем, дорогие верующие. Иттакуллаха та'аля, бойтесь Аллаха, дорогие верующие, Всевышнего Аллаха, должным образом. Ва'ламу анна адада шухури фи китабиллахи 12 шахра. Знайте, что в Коране Аллах нам говорит, что месяца у Аллаха 12 месяцев. Как Аллах нам говорит в Коране: инна иддата шухури инда Аллахи 12 шахра фи китабиллахи яума халакас самавати валь ард. Поистине Аллах говорит, месяца у Аллаха является 12 месяцев. После того, как Аллах создал небеса и землю. Это написано в книге Аллаха Субхану ва Та'аля. وَهَذِهِ الْأَشْهُرُ تَتَفَاوَتْ فِي فَضْلِهَا وَأَحْكَامِهَا. И каждый из этих 12 месяцев, каждый у них есть свои ахкамы, постановления шариатские, также достоинства есть каждым месяцам. А мы сегодня расскажем, какое достоинство и также ахкамы насчет касаемого месяца Ша'бана, дорогие верующие. Месяц Шавваль, дорогие верующие, это 10-й месяц. 10-й месяц из 12 месяцев. Мы сейчас находимся в 10-м месяце. Итак, дорогие верующие, из лунных месяцев имеется в виду. С ним связаны некоторые постановления шариата и некоторые достоинства. Первый из них, дорогой верующий, первое, что, дорогой верующий, ты должен знать, первое это является садака, которую мы даем до ид намаза. До ид намаза закатуль фитр дается бедным нуждающим людям. Бедным нуждающим людям дается, дорогие верующие. До того, как имам станет на намаз, выдается закатуль фитр. Это является обязательной садака. И его достоинство этого месяца Шавваля начинается с первого, как садака. Кабля салат аль-иди. Амма ба'да салат, но если ты садака, закатуль фитр даешь после намаза имама, то тогда это не является садака фардом, который ты исполнять должен был. Ты пропустил фард, ты сделал грех за свою беспечность. Ты должен знать, что ты сделал грех. Почему? Быть может, у тебя нету имущества. Тогда обратился бы к имаму. Он дал бы тебе, и еще этот имам, если есть в казне мусульман, собралось, он тебе даст и также за тебя отдаст. Баракаллаху фикум. Это неправильно твое поведение, за беспечность ты получаешь, за незнание, нестремление к знаниям ты получаешь что? Грех ты получаешь. Ты должен, как мусульманин, стремиться к знаниям. Ты должен узнать шариатские постановления, достоинства, баракаллаху фикум, закатуль фитра также. И садакату мина садакат, это всего лишь милостыня будет, но ты должен отдать эту милостыню, это не твое. Это было кого? Это было на самом-то деле право бедных людей, а ты его задержал у себя за беспечность или задержал за незнание. А за незнание Аллах будет спрашивать, почему ты не требуешь знаний ислама. Итак, дорогой верующий, в хадисе сказано, Бухари и Муслима, от Абдулла бин Умар, радийаллаху анхума, посланник, саллаллаху алейхи, приказал, что анту адда кабля хуруджин наси иля салат. Закатуль фитр отдается до того, как люди выйдут на салатуль ид, то есть на праздничную молитву отдается. 1 день, 2 дня раньше тоже можно выдавать. Но мы сегодня привыкли делать мечеть представителем, вакилем называется, минвукаля. Мечеть делает представителем, мечеть собирает 1-2 недели раньше, чтобы закупиться, чтобы упаковать, чтобы распределить. За это нужно время. Мечеть не успевает, баракаллаху фикум, то есть исламский, мусульманский центр не успевает все это делать, поэтому предупреждает вас раньше времени.
А выдают они до намаза, выдают они день или 2 дня раньше. Итак, дорогие верующие, второе достоинство и постановление шариата: анна муслимин яхтафилуна фи ауаль йом фи би'ид аль-фитр. Мусульмане празднуют месяц Шавваль, первый день месяца Шавваля празднуют мусульмане. Кал Анас бин Малик ради Аллаху ан, да будет доволен Анас бин Маликом, он говорит: кадима Расулуллахи саллаллаху салям Мадина, посланник саллаллаху салям пришел в Медину. Итак, валахум яуман ял'абуна фихима. Анас ради Аллаху ан, он говорит, у них было в Медине 2 дня, они игрались, забавлялись, и он сказал: калу, посланник Аллаха сказал: ма хада яума, что за дни эти? Люди забавляются, играются. Калу, ему сказали: кунна нал'абу фихима фил джахилия. До ислама, во время джахилии, период джахилитский, имеется в виду невежественный период, игрались, забавлялись. Факала саллаллаху саллям, посланник Аллаха объясняет: это джахилитские праздники Аллах вам заменил, говорит посланник саллаллаху саллям. Инна Аллаха кад абдалакум бихима хайран минхума йом аль-адха ва йом аль-фитр. Посланник саллаллаху саллям ясно объясняет нам: Аллах вам заменил харам на халяль. Харам на халяль Аллах вам заменил. Чем заменил? Инна Аллаха кад абдалакум, заменил лучшими праздниками. Это является день Курбан Байрама, как некоторые говорят, или день жертвоприношения, Идуль Адха. И также Йом аль-Фитр, или день разговлений, день Ураза Байрама, как одни говорят. И третье достоинство, дорогой верующий, который ты должен знать как мусульманин: аннаху яхруму сауму льйому аль-ауаль минху. Первый день месяца Шавваля запрещается тебе поститься, харам поститься в этот день. Факад нахан набию саллаллаху алейхи ва саллям ан сауми йомай фитри валь адха. Посланник саллаллаху алейхи ва саллям запретил поститься день жертвоприношения, также день разговления Идуль Фитра. Посланник Аллаха запрещает. В хадисе от Умар бин Хаттаба ради Аллаху анху: инна хадайни йоумани наха Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям ан сиямихима йому фитрикум мин сиямикум валь ахар йом такулуна фихи мин нусукикум. Умар бин Хаттаб говорит нам: о посланнике Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, что посланник Аллаха дал нам, какие знания. Вот эти 2 дня он сказал, запретил нам посланник саллаллаху алейхи ва саллям поститься в эти 2 дня. День разговления и день жертвоприношения, он сказал. Посланник саллаллаху алейхи ва саллям обучил нас всему лучшему, что нас приближает к краю. Что нас приближает к краю, посланник саллаллаху алейхи ва саллям дал нам знания, обучил нас. Дал нам все то, что нас приближает к краю, и то, что нас отдаляет от ада. Четвертое достоинство, которое мы должны знать, дорогие верующие. Третье, хочу добавок сказать, тот, кто будет поститься в эти дни разговления и жертвоприношения, допустим, пост, он говорит, желательный пост. Фахуа атимун, он является грешником, если он постится. Нельзя в эти дни поститься, нельзя в эти дни грешить. Васаумуху батилун, его пост является неверным, неправильным. Вамансама кадаан, тот, кто хочет поститься, возмещая пропущенный, вафа али нази, или исполняя свой обет, какой-то пост, или кафаратан, лам юджзи сауму, его пост не будет засчитываться. Ваяджибу алейхи ан юида саума, он должен заново поститься, и это не принимается. Четвертое. Ты должен знать четвертое достоинство. Месяц Шавваль является чем? Является месяцем хаджа. Вот ты уже начинаешь намереваться выходить в хадж. Раньше во время Шавваля люди выходили. Сегодня и самолетом можно поехать. Вахья Шавваль, вадуль ки'ада, вадуль хиджа, мин диль хиджа, то есть 10 дней дуль хиджа. Месяц Шавваль, Зуль-Ки'ада, Зуль-Хиджа. Эти месяца паломничества, большого паломничества, дорогой верующий. Кала ибн Умар ради Аллаху анху. Ашруль хаджи, он сказал, что месяца хаджи являются Шавваль, Зуль-Ки'ада, ва ашра мин Зуль-Хиджа, и 10 дней Зуль-Хиджа. Пятое достоинство месяца Шавваля. Анна ба'ду салаф. Некоторые наши праведники, что они делали месяц Шавваль? Это не значит, что сейчас вы должны стать и делать сейчас. Кан юстахаб, это сунна является, они сказали, юстахаббу никаху фи шавваль,
никах делать, это является сунна, они сказали месяц Шавваль, праведники наши салафи. Лима раваху имам Муслим приводит в своем сборнике Сахихи ан Аиша ради Аллаху анха калат. Аиша рассказывает нам, в сборнике Сахих Муслим этот хадис, «Тазавваджани Расулуллахи саллаллаху саллям фи Шавваль, вабана би фи Шавваль, фа'айю нисаи Расулиллахи саллаллаху саллям кана ахза индаху минни». Кто, то есть таким участием было, как Аиша говорит про себя, она говорит, как я, кто было таким участием, что посланник саллаллаху саллям женился на меня месяц Шавваль, вабана биха, также бана имеется в виду, жил со своей женой Аиша там месяц Шавваль. Кар, и говорится дальше в хадисе, факанат Аиша тастахибу ан тудхиля нисааха фи Шавваль. Аиша считала, что месяц Шавваль, как говорится, жить со своей женой месяц Шавваль, имеется в виду после женитьбы, это являлось желательным. У арабов что принято? У арабов в мусульманских странах что принято? Сначала делают помолвку. Помолвка это имеется в виду, другие не имеют права сосвататься, помолвиться с этой девушкой. Все, она, как говорится, забронирована. Чтобы вы понимали, как вы бронируете номера, пример я вам привожу. То есть все, эта девушка, никто не имеет права помолвиться к ней. Все, харам, запрещается. После этого что делают арабы? Заключают бракосочетание, то есть называется акту никах, договор женитьбы. После этого зифаф и бина делают, называется. Зифаф это уже ставить стол, пирование идет дальше. А потом и бина называется, живет со своей женой. Первую ночь имеется в виду. Итак, дорогие верующие, Аиша считала и также заводила жен посланника саллаллаху к нему именно месяц Шавваль. Шестое достоинство истихбабу саум ситта аямин Шавваль, что является из достоинства шестое месяца Шавваля, является желательно поститься после Рамадана, поститься месяц Шавваль 6 дней. Ситтат аямин Шавваль. Кала Расулуллахи саллаллаху саллям. Посланник Аллаха сказал в хадисе: «Ман сама Рамадана, ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر». Тот, кто постился месяц Рамадан, полный месяц Рамадан постился, а затем последовал за этим месяцем 6 дней Шавваля, как будто он пожизненно постился, сказал посланник саллаллаху салям, всю эпоху пожизненно постился. То есть, если всю жизнь он так продолжает, как будто он постился пожизненно, этот человек. И так ему награда будет. Месяц Шавваль, 6 дней, если он постится, как в хадисе сказано, также в аяте говорится, одна награда ашра амсалиха. За одну награду Аллах дает увеличение 10 наград. Итак, 2, то есть 6 дней поста, 2 месяца награда. Если он постится 1 месяц Рамадан, тогда ему награда сколько месяцев? 10 месяцев награда ему будет, этому мусульманину. Итак, вместе взято 12 месяцев, как будто он целый год постится. Итак, если пожизненно у него так идет, как будто он в постах пожизненно этот человек. Нету условий такого, чтобы ты постился подряд эти дни. Ты сам посмотри, как тебе удобнее. Нету такого. Ты можешь поститься понедельник, четверг. Ты можешь поститься понедельник, четверг. Также ты можешь поститься или 13, 14, 15, середины месяца лунного календаря, месяца Шавваля. Также не постятся месяц Шавваль, не постятся, пока ты не исполнишь свои, как говорится, долги. Если у тебя пропущены посты месяц Рамадана, а посланник Аллаха что нам сказал, саллаллаху салям, после Рамадана, как он выполнил пост Рамадана полностью, тогда он постится что? 6 дней. Это подобие чему? Подобие фард намазу. Фард намаз, обеденный намаз. Представьте, ты сунны намаза не сделал. Ты сунны намаза не сделал. Сунны намаза это подобие месяцу Ша'бана. Сунны намаза после фард намаза зухра это подобие сунны намаза после зухра это Шавваль месяц. А фард это что? Фард как зухр намаз твой, это как Рамадан месяц. Если ты Рамадан месяц не постился, и ты, как говорится, молишься сунны намаза после него, как ты можешь молиться сунны намаза, не сделал фард? Поэтому исполни свой фард
в первую очередь фард Рамадана, баракаллаху фикум. Но если у тебя много долгов в месяце, несколько, ты не успеешь в один месяц Шавваль, как говорится, один спрашивает, 3 месяца у меня долги. Я болел хронической болезнью. И раз вылечился, Аллах с помощью Аллаха. И что ему делать? Да, ему мы же скажем 6 дней постись месяц Шавваль. Остальные понемногу разбей, чтобы не посадить свой организм, баракаллаху фик. Вылечился, а теперь сохрани свое здоровье, ну постись, если ты можешь поститься, баракаллаху фикум. То есть это сезонный месяц, 6 дней. Этот месяц сезонный. Чтобы не пропустить сезонный месяц, постись 6 дней, если у тебя не хватает. Много постов у тебя не хватает, тебе не хватит просто 3 месяца не засунуть в один месяц Шавваль. Поэтому ты можешь их разбить на разные месяцы и так поститься. Быть может, человек работает, он не может столько поститься. Поэтому 6 дней не пропускай, это является желательный пост, но не обязательно. لأن الصيام 6 من شوال إنما هو كالراتبة بعد رمضان. Как мы сказали, ратиба это что? Сунны намаза до и после фарда. До и после. Таким же образом сунны посты. Фава муртабитум бишахри Рамадан. Бихиляфи гайриха мин айям. Не говоря уже о других постах, Мухаррам месяц, Зуль-Хиджа месяц, они не связаны месяцем Рамаданом, как Ша'бан, как Шавваль. Не связаны они как месяцем Рамаданом эти месяца. Ашура, допустим, не связаны Мухаррам месяца. Ва алейхи айям мин Рамадан, на нем, допустим, долги мы сказали, да? فإن له أن يصومهما قبل القضاء. Если на него есть долги, то он свои долги выполнит, допустим, день, 2, 3, 4, 5, 6. Ты же можешь это сложиться 1 месяц, ты же можешь сложиться. 6, допустим, дней осталось у тебя, и 6 дней у тебя, допустим, месяца Шавваля, желательные посты. Ты можешь сложиться 1 месяц. Баракаллаху фикум. То есть поститься имеется. فإن له أن يصومهما قبل القضاء. Если ты будешь восполнять, и у тебя пройдет время Шавваля, тогда лучше тебе Шавваль поститься, чтобы не, как говорится, не просрочить, чтобы время не прошло у тебя. Поэтому это не связано с Рамаданом. Баракаллаху ли валакум фил Коране ва сунна, дорогие верующие. Просим Аллаха Субхану ва Та'аля благословение в Коране и сунне посланника саллаллаху алейхи ва саллям. Ва астагфируллаха ли валакум ва ли саирил муслимин, иннаху хувал гафурур рахим. Альхамдулиллах. Конечно, дорогие верующие, когда мы рассказываем о месяце Шаввале, но мы не забываем наших притесненных братьев, как в Индии, как в Бирме или Борма, как одни говорят. И также не забываем братьев уйгуров, не забываем братьев, дорогие верующие, в Палестине, в Газе притесненные, и также в других местах притесненные народы, верующие или иноверцы они. Без разницы, кто бы ни были теперь, но верующий человек больше переживает за своего единоверца. Это его обязанность со стороны веры, потому что он должен переживать за своих верующих мусульман в первую очередь. У мусульман нету такое понятие, правильно, у мусульман нету такое понятие, что он чужой нации. Национализмом мусульмане проиграли, дорогие верующие. Если ты предпочитаешь свою нацию над исламом, над мусульманами, тогда мы в проигрыше, дорогие верующие. И это до сих пор продолжается, этот проигрыш, сколько уже веков, можно сказать. Над религией не предпочитается ни одна нация. Над религией. Над Господом, над Кораном, над сунной посланника, саллаллаху алейхи ва саллям, ни одно мнение не предпочитается. Ни одна нация. Мы должны понимать, дорогие верующие, Аллах, Субхану ва Та'аля, нас двигает, дорогие верующие, из-за нашей веры вперед. Аллах нам обещает рая из-за того, что мы придерживаемся этой религии. Но когда мы оставляем эту религию, предпочитаем только себя и свою нацию, тогда нас Аллах унижает через рук кого? Через рук именно иноверцев или, скажем, каких-то других оккупантов, колонизаторов. Аллах унижает мусульман, потому что они думают не за ислам, они думают только за себя. И поэтому такое положение 100, 200, 300 лет, можно сказать, уже, ну после Сулейман Кануни, можно сказать, спокойно.
После того, как Сулейман Кануни умер, начала разваливаться Османская империя, разваливаться. Это положение продолжается. Но когда придет Салах-ад-Дин II, мы не знаем, Салах-ад-Дин, я имею в виду, кто исправит нашу религию, кто не будет призывать к национализму, а кто будет призывать к исламу, дорогие верующие. К исламу, не национализму. Да, твоя обязанность защищать свою нацию, если напали на тебя, защищай. Но пойми, дорогой верующий, ценности, основы первоначально. И, дорогие верующие, люди спрашивают, о Шаввале много спрашивают. Да также нужно спрашивать, а какой дуа я должен за мусульман делать в намазе? Какой дуа? Как я должен переживать за мусульман? Как я должен болеть за мусульман? Хоть болеть ты должен. Если ты не порицаешь порицаемое, убивать женщин, детей, сжигать женщин, детей, если у тебя нету такого порицания даже в сердце, знай, что у тебя нету мithqala дарра, на пыльник веса имана у тебя нет. Если ты не порицаешь порицаемое. Седьмое, дорогие верующие. Седьмое, что связано с Шаввалем. Анна ман я'тада аль-и'тикаф. Тот, кто привык к и'тикафу, тот, кто делал и'тикаф последние 10 ночей. Посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисе Аиша приводится, он возмещал то, что осталось из и'тикафа. То есть сунна имеется в виду делать и'тикаф. Даже сунна посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, сунна намаза возмещал. Любил посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, возмещать сунны, когда он забывал или когда его отвлекали. Сунны даже возмещал. И когда услышали об этом его жены, как жена Аиша, как другая жена его, Аиша, Хафса, Зайнаб, они начали ставить палатки в мечети, палатки для и'тикафа. Палатки. Уединение имеет сюда людей, и и'тикафе они были. Но сегодня люди, когда делают и'тикаф, общаются, как будто для собрания они собрались. Не для поклонения. Мусульмане должны исправить свое положение в и'тикафе. И'тикаф это поклонение. И'тикаф от А до Я это поклонение, дорогие верующие. Это просьба к Аллаху, это чтение Корана, это молитва, это дуа. Ты ищешь Лейлатуль Кадр. Ты не пришел себя увидеть, себя показать или на людей посмотреть. И'тикаф это является поклонением. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, делал его 10 дней. Но до своей смерти он делал 20 дней и'тикафа. Одни говорят, зачем раньше делать и'тикаф? Нет, дорогой верующий. Посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, делал и 20 дней. Саллаллаху алейхи ва саллям. Но это было до его смерти. Это было до его смерти. И восьмое, дорогие верующие, как мы сказали, и'тикаф восстанавливается. Это седьмое было. Восьмое, анну юстахаббу лиман лам ясум шай'а мин аш-ша'бан. Желательно, если ты не постился месяц Ша'бана, ничего, а не сумма яумайни фи Шавваль, хоть постись 2 дня Шаввале, если ты не постился в Ша'бане. Как посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, восстанавливал и'тикаф, восстанавливал сунны намазы, то постись хоть в Ша'бане, дорогой верующий, 1-2 поста хоть Ша'бана. Анна Расулуллахи, саллаллаху алейхи ва саллям, каля лаху, ау ли ахар, асумта мин сурари Ша'бан. Ты постился из дней Ша'бана? Посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, спрашивает, каля ла, каля фа ида афтарта фасум яумейн. Если ты закончишь Рамадан, ифтар, то есть фитр, праздник разговения сделали, в месяце Шавваля постись, он сказал, посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, хоть 2 дня. Сур имеется в виду, что киля ауалю шахрин, это имеется в виду первый месяц. Вакиля васата, в середине месяца Шавваля или в начале месяца Шавваля, в конце Шавваля постись хоть 2 дня, он сказал, посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, возмещая Ша'бане то, что ты не постился. Аллахумма аллимна ма янфа'уна. Мы просим Аллаха, субхану ва та'аля, дорогие верующие, чтобы Аллах нас обучил лучшим знанием, полезным знанием. Ванфана бима алламтана, дай нам приносить пользу из тех знаний, которые мы получили. Вафаккина фи диника я дал джалаль вал икрам. Аллахума инна аля дикрика ва шукрика ва асна ибадатик.
اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها الصلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم اصلح أحوال المسلمين، اللهم اصلح أحوال المسلمين، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم احفظ المسلمين في كل مكان. اللهم أرهن الحق حقا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وولي عليهم خيارهم. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واجعل ولايتهم في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على كتاب والسنة. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Просим Аллаха Субхану ва Тааля, дорогие верующие, принятие наши все виды поклонений. Просим Аллаха Субхану ва Тааля, принятие все виды наших поклонений. Просим Аллаха помощи мусульманам. Просим Аллаха помощи притесненным мусульманам в Газе и других местах, дорогие верующие. Просим Аллаха помощи для этой уммы. Аллахума амин. Субханак Аллахум бихамдик. Нашхаду ла илляха илля анта настагфирук. Инна Аллаха ва малаикатаху юсаллуна аля набии я айюхаллазина аману саллу алейхи ва саллиму таслима. Ва анта хакимус салам.